Проверить репродуктивное здоровье теперь можно в рамках диспансеризации. Об этом поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Ирина Фаткуллина, заместитель главного врача Республиканского клинического перинатального центра, доктор медицинских наук и главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Республики Башкортостан. Ирина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Мы с вами говорим о репродуктивном здоровье, наши излюбленные темы, потому что, и причем сейчас репродуктивное здоровье можно обследовать в рамках диспансеризации. И эта функция доступна уже больше года. Вот сколько человек воспользовались, есть какие-то цифры? Ну, во-первых, начнем с того, что репродуктивное здоровье определяется Всемирной организацией здравоохранения как состояние полного физического, социального, психологического благополучия в вопросах, касающихся репродуктивного здоровья. И с прошлого года стартовал в рамках национального проекта «Семья» вот эта вот диспансеризация с целью оценки репродуктивного здоровья. И вот мы рассчитали прогнозное количество нашего населения, которое должно пройти эту диспансеризацию, и за первый квартал вот подлежало этой диспансеризации и прошло ее уже свыше 120 тысяч мужчин и женщин. Это лица в возрасте от 18 до 49 лет, которые абсолютно бесплатно по программе государственных гарантий в своих женских консультациях либо территориальных поликлиниках могут пройти вот эту диспансеризацию. Она включает в себя два этапа. То есть на первом этапе это анкетирование с целью оценки репродуктивных установок, анамнеза пациента. Далее мы оцениваем осмотр акушера-гинеколога, далее осмотр шейки матки в зеркалах для женщин, забор мазка, и вот это, собственно говоря, первый этап для женщин. Для женщин в возрасте до 29 лет сюда еще включается исследование методом ПЦР на возбудители инфекционных заболеваний женской половой сферы. А для мужчин первый этап в возрасте от 18 до 49 лет включает в себя осмотр врача-уролога и анкетирование. Вот это, в общем-то говоря, первый этап. А на втором этапе, по результатам первого, мы уже отбираем женщин и мужчин для более углубленного обследования, для исключения и выявления факторов риска заболеваний, которые могут повлиять на репродукцию, либо диагностики заболеваний. И на сегодняшний день мы уже видим, что есть порядка 20% по результатам первого тура, которые нуждаются в углубленном обследовании и в постановке на диспансерный учет. Вот почему так важно проверить свое репродуктивное здоровье? Не секрет, что 30-40% семей получает беременность, не планируя ее. То есть вот это общемировая статистика, то есть каждая третья семья встречается с фактом беременности просто улыбка «я», задержка менструации, у нас беременность. Это, конечно, прекрасно, замечательно, факт констатации беременности, но есть перечень заболеваний и состояний, которые могут усугубить, ухудшить течение беременности. Например, это недиагностированные соматические патологии, это инфекционные заболевания женской половой сферы, это нарушения. Поэтому если женщина и мужчина идут в беременность уже обследованными, то беременность, конечно, протекает более благоприятно. Мы успеваем что-то спрофилактировать, мы назначаем комплекс несложный дополнительных обследований, профилактических прием лекарственных препаратов для того, чтобы предупредить осложнение беременности. И это очень важно. Ирина Борисовна, ну вот хорошо, если вы говорите о беременности получилось, но сейчас очень многие страдают именно бесплодием, причем как мужчины, как женщины, так и мужчины. Да, действительно, на сегодня свыше 10% пар страдает бесплодием. И диспансеризация с целью оценки репродуктивного здоровья тоже нацелена на диагностику и этих проблем. Потому что иногда просто достаточно санации воспалительных заболеваний у женщины и мужчины для того, чтобы бесплодие нивелировать, для того, чтобы бесплодие полечить. Потому что ведь не только вспомогательные репродуктивные технологии способны предупредить и спрофилактировать бесплодие, но и комплекс несложных иногда мероприятий.
Например, это коррекция воспалительных заболеваний, которые, кстати говоря, в структуре заболеваний, выявленных по данным диспансеризации, стоят на одном из первых мест. Вот мы с вами в основном говорили сейчас о том, о беременности, о наступлении, о рождении ребенка. Но проверка репродуктивного здоровья – это не только про появление детей на свет. Какие еще можно избежать последствия? Ну, конечно, основной целью диспансеризации данной является наступление беременности, планирование беременности, формирование репродуктивных установок у населения, у наших замечательных женщин и мужчин в репродуктивном возрасте. Но, тем не менее, в процессе диспансеризации мы диагностируем и нарушение менструального цикла, и воспалительные процессы, и новообразование тоже. Поэтому, конечно, по результатам диспансеризации мы ловим очень большой пласт проблем, касающихся заболеваний, не только связанных с бесплодием. Это очень важно и в плане формирования долголетия, в плане улучшения качества жизни населения и предупреждения тяжелых форм злокачественных новообразований женской и мужской репродуктивной системы. А насколько часто сейчас встречаются именно онкологические заболевания именно в этом направлении? Ну, в структуре заболеваний, которые мы диагностируем по результатам второго этапа, новообразования стоят на 3-4 месте. То есть, ну, достаточно нередкая проблема, которую тоже очень важно своевременно диагностировать. Своевременная диагностика помогает как-то вот именно бороться с этим заболеванием? Вот какие есть в этом плюсы? Безусловно, в программу диспансеризации входит, например, на первом этапе осмотр и пальпация молочных желез, а на втором этапе у женщин УЗИ молочных желез. И диагностика доброкачественных новообразований молочной железы является важнейшим путем к снижению частоты рака молочной железы. По статистике, к сожалению, каждая 8-я женщина погибнет от рака молочной железы. И это наиболее частое злокачественное новообразование у женщин. Поэтому, конечно, вот этот вопрос, диагностика доброкачественных новообразований, а иногда, к сожалению, и злокачественных по результатам диспансеризации молочной железы, это очень важный вопрос, потому что своевременная диагностика, своевременное лечение, углубленное обследование в этой части является залогом к предупреждению тяжелых стадий, необратимых. Что нужно сделать для того, чтобы проверить свое репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации? Нужно, во-первых, принять это решение, сообщить работодателю, потому что на сегодняшний день законом предусмотрен один день, который будет оплачиваться на прохождение диспансеризации, и прийти в свою поликлинику, женскую консультацию, иногда это объединяется вместе, и пройти в один день полностью диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья. На сегодня мы ждем вас везде и всюду в женских консультациях и в поликлиниках для этой процедуры несложной. Насколько реально пройти все обследования за один день? Мы продумали и сделали маршрут наших пациентов бесшовным. То есть сегодня речь идет о диспансеризации в организованных трудовых коллективах, об объединении диспансеризации с целью оценки репродуктивного здоровья и диспансеризации взрослого населения, то есть в одном и том же месте в поликлиниках. Иногда практикуются даже выездные формы на первом этапе. Поэтому все это организовано, и здесь все это отслеживается, и все время технологии эти совершенствуются организационно и улучшаются. Поэтому, конечно, эти цифры, они мониторятся, изучаются, отслеживаются, и мы контролируем, как медики оказывают эту помощь. Ирина Борисовна, а если вот выявлены какие-то патологии, да, вот как дальше быть? Мне кажется, вот большинство не идут именно поэтому, что что-то выявят. Ну, мне кажется, не в этом совсем дело, не в страхе перед тем, что что-то выявит, а иногда в неорганизованности, просто иногда просто в пренебрежении к собственному здоровью. И, конечно, это на сегодняшний день нецивилизованный подход, потому что профилактические мероприятия, они в разы лучше, чем лечение.
И по результатам вот этого вот этапов двух формируются группы здоровья. То есть первые – это женщины и мужчины здоровые, которым можно давать только какие-то рекомендации, так сказать, общего плана, в плане наступления беременности и так далее. Вторая группа – это женщины и мужчины с риском заболеваний репродуктивной системы, которым нужно давать рекомендации по предупреждению и профилактике заболеваний. И третья группа – это группа диспансерного наблюдения. По результатам диспансеризации выявлены какие-то заболевания. Опухолевые процессы, дисплазии, нарушения цикла, воспалительные заболевания. Эту группу мы берем на тщательное углубленное исследование, иногда на стационарное лечение, и в дальнейшем ей расписывается план диспансерного наблюдения по месту жительства. Ирина Борисовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о таком важном направлении диспансеризации, как профилактика репродуктивного здоровья. Надеюсь, что эта информация была полезна для наших телезрителей, тем более, что один из самых важных моментов, на котором всегда заостряют представители медицины, медработники, это профилактика. Лучшее лечение – это профилактика. Да, конечно. Спасибо, Роза. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.